За пару лет до начала фильма о самом крутом капитане Карибского бассейна команда подняла путч, отобрала карту сокровищ и выкинула Джека Воробья. Капитана! Капитан Джек Воробей. Да-да, капитана Джека Воробья на необитаемый остров, а его команда во главе с Джеффри Рашем нашла сундук с золотом и принялась тратить его направо и налево, как безумные. Да только золото было с акцией «Возьми монетку и получи бессмертие в подарок». В общем, золотишко оказалось проклято, и парни больше не чувствуют ни вкуса еды, ни вкуса напитков, ни запаха женщины и постоянно живут на кортизоле, как студент во время сессии. А чтобы снова стать людьми, образно выражаясь, ОПГ «Черная жемчужина» должно сложить все потраченные 800 монеток из сундука на место и принести в жертву по грамму крови, как цену за проход в тайник Волан-де-Морта. Да вот незадача. Один из пиратов, который тоже участвовал в путче, высказал, что не по-пацански они с капитаном поступили, и этого революционера привязали к якорю и выбросили за борт. Только потом пираты узнали, что без его крови проклятие не снять. Йо-хо-хо, ублюдок. Но тем не менее, что-то предпринять было нужно, и ОПГ начало искать все потраченные денежки. И одну из монет они пытались найти на корабле, где плыл тогда еще юный Леголас, сын того самого революционера, которого выбросили за борт. Судно, на котором кузнец плыл, раскурочило так, что тут явно поработал главный искусствовед всей Японии. Потому что мое искусство это взрыв! Это большой бум! Благо, мальца любезно подбирает британская корона и просит присмотреть за ним аж целую губернаторскую дочь, которую папа решил взять покататься в места, где орудуют пираты. Там-то Элизабет и заприметила корабль на черных парусах, да еще и стянула с шеи парня ту самую монетку, ибо испугалась, что Уилл пират и его сейчас сделают немного неживым. А проклятую монетку папа отправил сыну, чтобы отомстить пиратам за путч против капитана. Проходит 10 лет и детки вырастают. Тернер становится лучшим кузнецом британской колонии на Ямайке, и именно он сооружает местной грозе всех пиратов шпагу, которая дает буст к урону в 200%. Капитану Норрингтону присваивают новое звание Коммодора, в связи с чем готовится массовый парад и викторианская дискотека. А тут для реализации своих планов прибывает несравнимый и легендарный Джонни Депп в роли капитана Воробья. Гнилой пацан. Подозрительный тип. Убежденный фальшивомонетчик, государственный преступник, сволочь. И пытается утащить себе судно. Ах, простите, реквизировать судно. Морской термин. Чтобы набрать команду разбойников и беспределить на Карибах. Норрингтон пытается сделать Элизабет предложение, но выглядит это как попытки школьника рассказать невыученный стих своими словами. Не мямли, ты же мужчина. Губернаторская дочка на параде теряет сознание из-за новенького платья, которое прислали прямо из Лондона, и падает в воду. Но только сейчас 16 век, что значит, что Дамблдор еще даже не родился, поэтому некому остановить момент. И так как Коммодору еще нужно стать адмиралом, а потом того гляди и в Лондон переведут, он не решается прыгать с 50 метров на рифы. Невест много, а он у мамы один, потому спасать Лизоньку из морской пучины приходится пирату Джеку. Вот только Норрингтон юмора не оценил и по запаху Селедки с водкой. выкупил пиратскую тушку, за что решил отправить Воробья на казнь. Но так как Джек не разорившийся брокер с Уолл-стрит, то и висеть на веревке он не собирается, потому ставит даму под стволы и при помощи волшебного крана сваливает. Сумасшедший. И он настолько везучий, что его, как и Нео, даже пули не берут. Избавившись в кузне от наручников, Воробей натыкается на другого обожателя Лизы Суон, который показался Джеку знакомым. Морда вроде знакомая. После головокружительного боя второй кузнец, а по совместительству завсегдатый всех кабаков, в крысу вырубает Джека бутылкой, и целый взвод буквально празднует поимку аж целого одного пирата. Ничтожная кучка придурков. Вот только недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, ибо в порт заходит та самая черная жемчужина и устраивает в британской колонии настоящий беспредел в поисках золотца, которое так вовремя упало в воду. Уилл
будучи обыкновенным кузнецом, вступает в бой и нарезает пиратов получше британских солдат. Гордость Королевского флота. Но и кузнец быстро отключается, когда получает похожий удар в крысу, как его коллега ударил воробья. А пираты забирают Лизоньку, которая возомнила себя авторитетом и мастером переговоров. Ссылаясь на пиратскую конституцию, она потребовала встречи с капитаном. Как результат, она встречается с капитаном и представляется слугой в доме губернатора с фамилией Уилла. И отдает медальку, за что пираты, как ни странно, держат слово и сваливают, прихватив девчонку с собой. Но не для того, о чем можно было подумать, но об этом позднее. Тернер утром, как после будуна, топает на совещание к Норрингтону, но те просят его немного остыть и выгоняют пинком под зад. Пошел ты, козел. Правда, он успел нагреть уши, что пираты заходили на огонек поздороваться со свеженьким пленником. Уилл тоже приходит на переговоры к пирату, которого вчера хотел нашампурить, и в обмен на помощь выпускает Джека. И кузнец с прохвостом в 2 рыла захватывают флагман, да только это все обманочка, чтобы захватить судно поменьше, но побыстрее. Дуэт заходит на Тартугу, пиратский порт с дешевым бухлом и дамами легкого поведения. Для того, чтобы набрать команду, Джек находит мистера Гибса, который уже успел уволиться со службы на благо короны и спится в пиратском порту. Тут прохвост и толкает тему, что хочет вернуть свою жемчужину. Гибсу невдомек, с какого это перепуга Барбоса захочет отдать корабль. Тот говорит, что у него на руках важная карта, сын того самого прихлопа Билла Тернера. Старпом смекает, что дело интересное, и говорит, что наберет команду. Лизонька тем временем ужинает с капитаном, который говорит, что они прокляты, а для снятия проклятия нужно вернуть все монетки и выплатить кровавую дань. Вот только вместо того, чтобы сказать, что им нужно пара капель крови, он делает вид, что собирается ее выпотрошить, отчего Элизабет не собирается становиться жертвой и пробивает Барбосе в грудак, но тому это как щекотка. Далее губернаторская дочка и узнает, что проклятие вполне реально. Проклятие не сказки? Тем временем Воробей набрал команду элитных морских котиков. Ну как элитных? Тех, кто еще не полностью спился и может хотя бы стоять на ногах, чтобы можно было маломальски маневрировать судном. Силовые отряды. Элитный спецназ. Ибо пробираться к острову, где у черной жемчужины база, нужно через шторм, так что немного координации не помешает. Тернер смекает, что что-то не так с компасом Джека и интересуется, откуда такой артефакт. Гибс говорит, что компас не указывает на север, но ведь им и не север нужен, а что интереснее, когда-то Джек был капитаном жемчужины, пока Барбоса не выпросил карту сокровищ и не поднял бунт. Также нам рассказывают об интересном обычае. Когда пирата гонят, ему дают пушку с одним патроном, чтобы он пустил себе пулю в лоб, когда сойдет с ума от голода и жажды. Команда спасателей прибывает на остров мертвых, и Джек с Уиллом идут на стрелу, где Барбосса толкает пропагандистскую речь в стиле Амбридж, а потом пытается снять проклятие, полосанув Лизе руку. Но Тернеру не имется, он трескает Джеку по бестолковке, ибо подслушал их с Гибсом разговор о козыре. Правда, план пиратов идет под откос, ведь так как Элизабет назвалась чужой фамилией, ее кровь не принесла эффекта. Пираты начинают качать на капитана, но тот не против подраться хоть и со всеми сразу. А во время этой распри Уилл забирает вырубленную Лизу, а та прихватывает монетку, и они ливают с острова, бросив Джека тоже по кодексу. А бывшие соратники сразу ставят прохвоста под стволы, но он их забалтывает, что знает, как снять проклятие и чья кровь нужна. Правда, после разговора Джека садят в каталажку и нападают на перехватчик, который бравый дуэт истощил у британского флота. Понимая, что с бессмертными пиратами махаться дело такое себе, команда перехватчика сбрасывает весь хлам, чтобы оторваться на отмели, но план проваливается, ибо черная жемчужина – самая быстрая бричка в Карибском бассейне, и тот, кто на ней катается, становится местным Даниэлем. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное – это то, кто сидит за рулем. Тогда Леголас решает дать бой вилками и битым стеклом. Команда бросает якорь на ходу и разворачивается на 180 градусов. Во время перестрелки на жемчужине пробивают замок от клетки, и Джек выползает.
Перестаньте дырявить мой корабль! А Уилл топает за монеткой, которая осталась в трюме, вот только незадача. Его завалило, а монетку забирает мартышка Барбосы. Но Тернер, походу, как и Невилл, тоже стащил у Снейпа жабросли и проплыл метров 100 под водой. После кузнец залез на корабль и стал качать права. Пиратам невдомек, кто это вообще такой, но тут Уилл признается, что он сын Прихлопа и что нужна его кровь для снятия проклятия. И в переговорах Тернер еще больший профан, чем объект его воздыхания. 2 сапога пара. Из-за его действий Джека и Лизу выбрасывают на тот же необитаемый остров, а остальных из команды садят под замок. И подвиги легендарного воробья, о которых читала Элизабет в детстве, оказываются такие же, как у Златопуста Локонса. Старина Джек раскрывает секрет, что все, что он делал на этом острове, когда его бросили тут в прошлый раз, так это беспробудно пил 3 дня, пока его не подобрали контрабандисты, у которых тут тайник. Опытный пират таки спаивает губернаторскую дочку, но та не заценила дешевый хмельной кайф и последующий за ним бадун, за что сожгла весь ром, чтобы дать сигнал британскому флоту, который ее таки ищет. И план оказался невероятно хорошим. Губернатор и коммодор подбирают Лизоньку на флагман разящий, но та против того, чтобы Уилла казнили пираты, и просит Норрингтона в качестве подарка на свадьбу спасти кузнеца. Папа говорит, что решение отличное, но если оно принято вопреки сердцу, то это полное безумие. Пинтель же от скуки вываливает команде перехватчика, что отец Уилла заступился за воробья, мол, они поступили по беспределу с капитаном. Джек же предлагает британцам устроить засаду, а сам снова топает на переговоры к Барбосе, где тоже берет монетку, чтобы получить бессмертие, а также предупреждает противников о британцах на корабле разящий и как раз вовремя спасает Уилла. Что ж, ты подоспел вовремя. Но все-таки что тут все вступают в переговоры? Такое ощущение, что это фильм не о пиратах, а о Уолл-стрит Майкла Дугласа. Посмейте заикнуться про переговоры, и ваши кишки пойдут на подтяжки. Спасибо, Пинтель, хоть кто-то в адеквате. Барбоса на разводку Джека поплыть на шлюпках не ведется и приказывает команде пройтись по дну. Те вылезают на судно и начинают резню, но после тревоги Норрингтон с основными силами возвращается на корабль, чтобы уравнять шансы. Даже губернатору приходится драться с конечностью одного из пиратов. А, так вот откуда взялась вещь из семейки Адамсов. Элизабет еще перед боем свалила с этой вечеринки, чтобы освободить команду перехватчика, но те не хотят помогать капитану и сваливают на жемчужине. Прохвост же, пользуясь тем, что в охране у Барбоса осталось только 3 скелета, устраивает свою поножовщину и освобождает Уилла. Лиза в соло подтягивается на стрелку и помогает добить оставшихся пиратов. Во время боя Джек полоснул руку и бросил кузнецу монетку, а тот тоже пустил себе кровь. И в этот момент воробей простреливает грудь своему бывшему старпому, отчего тот падает, так и не поев яблочек. А остатки пиратов, которые потеряли резист к смерти, пленила британская корона. По возвращению домой Уилла сразу пощадили, а Джека таки было решено познакомить с виселицей, но кузнец как будто бы и ровный парень, поэтому решает спасти Джека. Он признается Элизабет в любви, спасает воробья, и вместе они гасят целый взвод солдат. Правда, их таки вяжут. Закон есть закон. Но на Ямайке кумовство еще посильнее, чем было у Дамблдора с министром, и оказывается, что парень дочки губернатора может беспределить сколько захочет, и ему все спишут. Ну а Джек снова забалтывает всех и падает в океан, где его подбирает команда жемчужины, и Прохвост уходит в закат. А Норрингтон, который только что потерял невесту, не сильно и расстроился, и даже готов дать жемчужине денек форы. Что сказать, фильм, в который никто не верил и который десятки раз пытались отменить, не просто так потопил в прокате Лигу выдающихся джентльменов с Шоном на секундочку Коннери. Это отличное развлекательное приключенческое кино, которое прекрасно позволяет на пару часов отвлечься от серости мира, поэтому его однозначно рекомендую к просмотру. На сегодня пока все, а чтобы плавать под парусом черной жемчужины, бросьте в наш сундучок сокровищ свой комментарий с мнением, стоит ли продолжать видео о пиратской франшизе. Всем добра и хорошего вечера!